Вот мы видим в очередной раз такие обыски, задержания, и в очередной раз понимаем, что, по сути, мы сейчас ничего сделать не можем. И это предотвратить никак не можем. Вот мне интересно для начала услышать ваше мнение. Расскажите, пожалуйста, что сейчас вообще можем сделать для того, чтобы наконец-то это прекратилось? В данном случае я и ранее говорил, и сейчас стою на той же позиции. В первую очередь нам нужно заниматься правовым, скажем, обучением нашего населения, для того, чтобы люди знали, что нужно и как нужно себя вести во время обысков, во время задержаний, во время арестов, во время допроса. И это очень важно, потому что люди, когда, с одной стороны, когда люди знают свои права и могут четко опираться на законодательство Российской Федерации, потому что Крым сейчас находится в правовом поле Российской Федерации. Понятно, что в первую очередь нужно ссылаться на Конституцию Российской Федерации, на законодательство Российской Федерации. С другой стороны, очень важно, чтобы соблюдалось спокойствие, потому что любое действие, оно на руку силовикам, которые, соответственно, могут применить физическую силу. Но об этом, я думаю, мы более подробно скажем по каждому направлению, то, что я сказал. Во-вторых, мы должны активно работать над тем, чтобы фиксировать вот все вот эти действия. И я на самом деле очень благодарен тем людям, тем соседям, тем знакомым, тем простым молодым людям, которые выезжают, не жалеют своего времени, не жалеют своего, возможно, даже бензина и пытаются заснять те процессы, которые происходят. И я думаю, что практически каждый житель Крыма, каждый крымский татарин, каждый житель Крыма должны выходить, не быть равнодушными и обязательно снимать те процессы на любое средство, которое есть под рукой. Будь то это смартфон, будь то это видеокамера, будь то это там, фотоаппарат, чтобы хотя бы сфотографировать, для того, чтобы зафиксировать все эти моменты, зафиксировать лица тех, кто совершает эти, я скажу так, незаконные действия, практически это преступление. Ну и в-третьих, нам необходимо, опять же, чтобы максимально оперативно поступала вся эта информация, она, чтобы распространялась посредством массовой информации, попадала в международные правозащитные организации как можно оперативнее, в различные дипломатические ведомства разных государств, для того, чтобы была своевременная реакция. Это важно для того, чтобы хотя бы защитить людей от тортура, защитить людей от того, что они могут просто исчезнуть. А были случаи, был не один случай, когда люди исчезали, выкрадывались или после обысков их не могли найти. Ну и в первую очередь, чтобы по отношению к ним, даже когда они попадают в СИЗО, или в так называемый комитет по борьбе с экстремизмом, чтобы по отношению к этим людям те оперативники или те силовики, которые совершают вот эти действия, чтобы понимали, что они находятся под лупой, что за ними наблюдают и, соответственно, есть международная реакция. Я думаю, что это то, что мы на сегодняшний день можем сделать.